Для меня счастье это когда мой младший брат приезжает с долгой поездки. Я сразу же ему подготавливаю кровать, там, одежду, пижамку, в которой он будет спать. Сейчас я тоже счастливая вообще-то. Счастливая? Да. Ну, потому что я учусь в очень хорошей школе. У меня достаточно много друзей, если что, есть с кем пообщаться. У меня есть собака. Бро, смешно. Якутск Ньюс. Лучшее из якутского интернета. Спонсором этого видео является наша якутская микрофинансовая компания Рубль Плюс. Они недавно запустили свой сайт rublplus.ru, где вы можете оформить онлайн-займ и получить деньги сразу на свою карту. Для новых клиентов первый займ абсолютно бесплатный, если вернуть деньги в срок. Так что, если вам срочно нужны деньги, обязательно воспользуйтесь этой акцией. Ссылка на сайт в описании ролика. Используйте займы с умом. Аяна, привет! Здравствуйте. Сегодня мы будем тебя интервью брать, только ты должна мне пообещать. Мы сегодня с тобой разговариваем прям честно. Хорошо. Ты должна говорить только правду. Клянешься? Да. Ты хорошо учишься? По каким-то предметам да, по каким-то нет. А у тебя бывало когда-нибудь, что ты списывала что-нибудь? Уроки или контрольные? Когда было уже поздно, и мне нужно было еще написать там математику, я списала с ГДЗ где-то 2-3 раза. Но больше не списывала. я об этом не знала, но не Последний раз, когда я против. списывала, то это только по английскому, где-то во второй четверти, а сейчас я все сама делаю. У вас дружный класс? Да, достаточно дружный, но иногда там раз в неделю-две происходят инциденты, то есть кто-то кого-то толкает, обижает. Вот у нас самый главный задира в классе, то это он все время дерется, не уважает чужие вкусы. Вот, например, мне нравится корейская музыка, это что тоже известно войдет? всем кей-поп. Там же имя Вот. ребенка. А у нас есть одноклассница, которая прям сильно-сильно кей-поперша, у нее прям везде кей-поп, вот это вот все, упоминает она везде его. Все время всем пишет. Вот это вот кей-поп, это все ужасное, те, кто слушает кей-поп, отброс общества, вот. А я совсем его не слушаю, но иногда, конечно, он может начать агриться там. Если человек, ему не нравится характером, то он может его пообзывать, потом потолкать, а если тот человек этот будет защищать себя, то есть там тоже давать такой вот ответ, ну, то есть там толкать, тоже обижать, то он начинает сильно агриться, а если некоторые это снимают, то тогда Данил может просто взять их телефон и кинуть на пол. А почему он такой, ты как думаешь, из-за чего? Мне кажется, это то, что его либо в детстве не воспитали, либо он неуравновешенный, то есть ему что-то не нравится, он сразу же срывается. Это точно войдет? Я заранее извиняюсь перед родителями, но мнение ребенка такое. Смотри, а как ты думаешь, как нужно воспитывать ребенка, чтобы он таким не был, как Данил? Чтобы он таким не был, я думаю, воспитывать ребенка надо так. Если он начинает кого-то обижать, ну, не знаю, если он говорит правду, мам, я сегодня там обидел одноклассницу, а как, типа, спрашивает, и он говорит честно, то тогда его надо поощрять, тогда он будет понимать, то, что говорить правду это хорошо, то, что ты сделал что-то плохое, то это ничего. Такого, если ты скажешь правду, то все исправится, тогда извиниться еще можно будет заранее. Но вот если прям сразу же будешь накидываться, там будешь неуравновешенным, то обществу это, конечно, не понравится. Все же защищают свою сторону, ну, там, кроме социофобов некоторых. Те, которые защищают свою сторону, вот такие вот люди, он думает то, что они на них агрятся, хотя они просто показывают либо свой характер, либо то, что им не нравится. Вот они считают себя типа королями, возможно, родители их слишком избаловали. Ты думаешь, он избалованный больше, или вот его защитная реакция такая, что вот он такой агрессивный? Можно добавить свой вариант? Давай. Мне кажется, то, что его в детстве прям учили на мультиках, не знаю, ну, что сказать еще не могу. Мы дома особо на эту тему не говорим, про агриться, почему так люди делают и так далее. Возможно, дети уже между собой на эти темы общаются сами. Ну, либо же второй вариант, учитывая, что Инесса тоже о каких-то таких коммуникационных моментах между людьми в социуме уже знала всегда, и, возможно, у Янушки также. Конкретно я с детьми на эту тему особо не общаюсь. А он когда-нибудь что-нибудь делал в твою сторону? В мою сторону он ничего не делал, но когда я скинула там анонимные вопросы в группу класса в Телеграме, то есть там нет нашей классной руководительницы, он написал, ну, он думал, то, что это наша одноклассница Арина, которая прям сильно любит этот кей-поп. Вот, и он, собственно, подумал, то, что Арина — это я. И по итогу он вот это вот все кучу понаписал, а я сказала: ребенок невоспитанный, закрой свой рот
Те, кто не уважает чужие вкусы, смайлик клоуна. А вот неуважение чужих вкусов, это да. Это уже я топлю за справедливость. Ты думаешь, это родители виноваты в таком, что он такой плохой, или он сам по себе такой? Не знаю, возможно, у него характер передался от других, но я считаю то, что он не виноват, таким родился. Ну, если он таким родился. А если он сам таким вот стал, либо родители не занимались его воспитанием, то это, конечно, уже виноваты его родители. Что такое дружба для тебя? Дружба для меня — это когда человек с тобой общается, он простите за такую Ну вот ладно. паузу. Я считаю то, что хорошая дружба с человеком — это когда вы часто общаетесь, это я уже сказала, когда вы с ним достаточно долго общаетесь, Хорошо. вы с ним уже начинаете гулять, вы с ним играете в какие-то онлайн-игры или там соревнуетесь там рекордами всякими, можете ходить друг к другу на ночевки или в гости хотя бы раз ходили, или вы ходили к друг другу на детской площадке. Друг — это не тот, с кем ты можешь поделиться тайной? Друг, я считаю то, что если я с ним долго дружу, и если я его уже прикрываю, там, он меня прикрывает, то тогда уже я могу доверить ему свои секреты. С кем-то из твоих подруг у тебя есть тайны, которые никто не знает? По-моему, нет. А с кем ты тайнами делишься? Секретами? Ну, могу с мамой, с младшим братом, старшей сестрой, там, с троюродной сестрой Миленой. А есть у тебя такие типа тайны свои личные, даже которые ты с мамой не поделишься? Да нет. Все рассказываешь? Да? Чуть-чуть хитрованит. Не разрешали с кем-нибудь дружить? Тебе когда-нибудь не разрешали с кем-нибудь дружить? Но иногда там... Вот у меня есть двоюродный брат, и у него родители сильно богатые, его сильно избаловали. Ну, он сам по себе чуть-чуть пухленький. Когда бабушка его увидела, мы с ним на каток ходили, то она сказала: не общайся с этим человеком, то есть он не ухоженный, не следит за собой, он даже кататься не умеет, как бы на коньках. Я пропустила момент. Это что я сказала? Бабушка. А, Ты талантливый человек? Да, достаточно талантливый, я умею играть на фортепиано, там с фортепиано умею играть, ну там ходила в музыкалку с 5 лет, ну, не то чтобы ходила, в 5 лет у меня заметили талант, и потом ко мне начала приходить учительница из ДШИ номер 2, потом в 7 лет меня отправили на прослушивание, там в 7 лет у них строилась школа, поэтому я не знаю, как там я у них занималась, там у них, короче, нам класс выделили, я на нем пока что играла, а потом мы уже перешли на другой класс, 217. Вот, и у меня есть еще такой вот талант пения. Поешь? Я умею петь таюки. она спела? В отличие от меня, Аяна кайфует. Она может на природе, вот мы съездим на природу, она так сядет и говорит: давайте я вам спою. И начинает петь. Кем бы ты хотела стать, когда вырастешь? Не знаю, наверное, кей-поп-айдолом, либо певцом каким-то, либо каким-то популярным человеком по всему миру. Ну, А мама твоя, кем бы, ну, хотела бы, чтобы ты кем стала? не знаю, мама не говорила, кем бы я хотела бы стать, она уважает мои вкусы, я ей обычно рассказываю то, что мне нравится. То есть она никакие ожидания на тебя не возлагает, не говорит, типа, ты станешь вот этим Да, или пойдешь? но когда я сказала маме где-то в 5 лет, когда я с ней ходила на работу, я хочу стать врачом, она говорила, я тоже хотела стать врачом. По профессии я бы хотела бы стать, не знаю, каким-то, не знаю, офис-воркером типа. Что-то не сходится, да? Кто хочет быть популярным, типа айдолом, офис-воркер, если офис-воркер, дербит такой свет, офисный работник ин Болбатах. Ты вообще сама боишься расстроить маму? Да, иногда боюсь, если я куда-то опаздываю, то я обычно предупреждаю, если прям сильно-сильно опаздываю, то я прям боюсь заходить и боюсь звонить маме. Да? Я такая, а что делать, Вот здесь вот чуть-чуть скорректирую, да, вот как она говорит, это сейчас у нас так. До этого было не так, до этого мы прошли и периоды, когда она где-то не досказала, где-то испугалась, не досказала. Мы все равно, ну, я с ней провожу беседу, что
лучше в первую очередь рассказывать, что ты косякнул маме, да, мама все равно поймет, да, в любом случае. И при этом я им тоже говорю, а я со своей стороны обещаю, что сразу какие-то там сгоряча, там злиться и так далее, орать не буду. Ну, не всегда, не всегда мне это удается, да, потому что иногда они что-нибудь, какой-нибудь свой косяк скажут, и у меня там начинается и вот это то, что она сказала, да. Сейчас мы так, мы пока что вот на таком уровне, да, что косякнул, звонишь маме. Но так было не всегда. Ты как часто вот чувствуешь себя вот виноватой перед мамой? Возникает это чувство у тебя? Когда я что-то делаю не так, или когда ей звонит моя классная руководительница, а я боюсь, что я где-то накосячила, там классную работу не так сделала, или там какое-то упражнение пропустила, так как я во время урока могу легко отвлечься. Я сейчас работаю над этим. А мама ругает тебя? Мама может сказать, ну, ты же работаешь над этим, и сказать, ну ладно, ничего. Ну ладно, ничего, это не так звучит. Чуть она смягчила, конечно, походу. Вот, да, бывает, что у творческих людей они не могут иногда сосредоточиться, как только их мозг ловит какую-то музу, мозг улетает вместе с этой музой. И у Яны очень часто такое бывает, я ее понимаю, потому что в детстве у меня так же было. Инесса точно такая же была. Я даже смеялась, что она вот так вот параллельно пишет что-то, а параллельно у нее вообще глаза где-то там. Учитель там что-то диктует, пишем диктант, рука отдельно пишет, и Инессины глаза где-то вот там вот. И то же самое с Аяной. Я ее прекрасно понимаю, поэтому я не могу просто ее за это ругать, потому что сама себя понимаю. А спародируй примерно, как мама тебя ругает. У меня нет таких фраз, которые запоминаются. Мама может только наорать. Почему у тебя в комнате не убрано, почему посуда не помыта, почему вот это вот какашки нашей собаки не убрала. Мы с младшим братом вообще суперкоматная работа. Да? Мама злая, мы сразу же все сметаем за 30 секунд. Ну, то есть убираем. Вот помню, летом мы с младшим братом все время играли в телефон. Мама уходила. Мама приходила только где-то на обед. И так как кровать не застелена, ничего не убрано, кухня не доделана, ну, там после завтрака. Вот. Мы с младшим братом сразу же включали мод. То есть мы просили Бога, чтобы лифт был на 7-м этаже, чтобы он долго ехал до мамы. Вот. А за это время мы с младшим братом успевали быстро делать кровать. Мы специально вот так вот, когда мама звонит в домофонку, быстро делали кровать, потом отвечаем такие: кто там? Мама. И такие: ага. И быстро убираемся в своих комнатах, потом переходим к кухне. Я про это знаю, и даже если у меня есть ключи, я обязательно звоню в домофон. Я не знаю, они про это знают или нет. Я звоню в домофон, я даю временной фурор, чтобы дети могли там хотя бы чуть-чуть там быстро убраться. Иногда бывает, я захожу, на 1-м этаже стою, типа в телефоне ковыряюсь, на самом деле я просто даю время детям, чтобы они могли там убраться. Молитва работает, да, и лайфхак родителям, потому что я тоже, опять же, себя помню. Я очень боялась расстроить маму, что не убралась, а сама отвлекалась на MTV, на Disney. А что за молитва вот эта? Мы такие: о Господи, Боженька, прошу хотя бы один раз сделай так, чтобы мама была на 7-м, лифт был на 7-м этаже. Помогала когда-нибудь? Да, помогала. Почему ты боишься маму? Мы могли побояться маму из-за того, что она могла рассердиться на нас, вообще не поесть и просто уйти и закрыть нас, так как мы с младшим братом иногда ходили в магазин покупать вкусняшки. А так как тогда у нас собственных ключей не было, мы тогда, собственно, такие: ну, что приходилось есть? Пельмени, фрукты. Подождите, она сказала, как будто я их закрыла? Такого не было. Или подождите, дайте-ка вспомнить. Я ничего не поела, закрыла детей и ушла. Вот честно, я такое делала один раз с Инессой. Случай был такой, что мы сильно торопились в магазин, мы ждали гостей, и мне надо было какой-то ингредиент купить в магазине. Я говорю: Инесса, одевайся. Она там отвлеклась на что-то, очень долго одевалась. Я говорю: ну все, подожди, ты со мной не идешь, ты остаешься дома, а я быстро сбегаю в магазин. Быстренько сбегала, прихожу, мой ребенок в шоке, вся в слезах. Больше я так не делала. По-моему, тем более они уже взрослые. Двери у нас открываются со всех сторон, ключи есть. А думаешь, это правильно? Что вот, ну, она голос повышает там?
Или по-другому с вами никак, или что? Мне кажется, то, что мы с младшим братом иногда можем быть непослушными, то есть она нам говорит спать, мы там сидим, шутим, прям кидаемся подушками, не знаю, вот, и она могла просто наорать на нас и сказать быстро спать, а я еще помню, когда была в 3 классе, тогда у меня начали идти тройки, не помню, и я еще ночью играла в телефон. Ну, то есть не высыпалась, а мне еще с 8 кружки там были. По итогу я на кружки не просыпалась, бабушка жаловалась маме, мама на меня, вот это вот все. Цепочка происходила, короче. В будущем как ты будешь общаться с детьми? Ты будешь кричать или будешь пытаться объяснить вот обычным тоном? Если они не будут меня нервировать, я, конечно, постараюсь их тоже предупреждать, то, что я разнервирована, я, короче, нервированная, меня там директор тост сказал, там рабочий тост сказал, и у меня непонятно, что в голове. Я, конечно, постараюсь предупреждать, но если они будут сами понимать, то тогда все, это будет хорошо, это будет их огроменный плюс. Я повышаю голос на своих детей, но потом, после этого, я через какой-то период все равно их собираю и объясняю, да, что то, что я выбрала в этот раз крик, это никак меня не украшает как человека, да, как родителя тем более. Они это все знают, но при этом я им объясняю, в каких ситуациях человек может вдруг так среагировать на определенные ситуации. Наверное, видели, да, в Инста есть рилс, когда мама, прежде чем там заходить в дом после работы, такая ху-ху, как типа боксер, готовится и такая: детей не ругать, детей не ругать. Вот примерно каждый раз я так же: ты хорошая мать, ты хорошая мать. Дети ни при чем, дети ни при чем. Вот, и вот так вот захожу. Но не всегда работает. А вот когда мама орет, тебе страшно становится? Иногда, да, если она прям сильно повышает голос, то да. А иногда мама может прям сильно повысить голос, потому что я прям сильно ее боюсь. Когда она уходит из моей комнаты, я просто у меня иногда могут потечь слезы. А когда мама хвалит тебя, ты сильно радуешься? Не очень, она часто меня хвалит, я там часто ей даю комплименты. Хорошо. То есть похвала не сильно тебя, Да. не такая радость большая. А что больше, она тебя хвалит или ругает? Наверное, хвалит. А хотелось бы тебе больше свободного времени или больше свободы вообще в целом? У меня сейчас свободная неделя, у меня там души закрыли на выборы на этой неделе, и моя репетиторша по английскому, Ирина Накентьевна, она улетела в отпуск. А мама у тебя вмешивается в твою личную жизнь? Вот с друзьями как ты общаешься, там что-то еще, в твои Да, вроде переписки, нет. может? Смотрит телефон твой? Она может только проверить, матерюсь ли я или нет. А ты материшься? Матерюсь в редком случае. Ну, например, там в школе у меня прям все завалом, все вот так вот. Я такая, там какое-то матерное слово могу сказать. А ты удаляешь переписки некоторые, типа, ну, чтобы мама не увидела? Да, обычно нет. Она мне обычно не запрещает там что-то делать, не знаю. А бывало ли она тебя ругала за то, что находила у тебя что-то в телефоне? Да нет, только за одно матерное слово. Тогда я ходила на подготовку, и когда я там сказала матерное слово, она сказала: а вдруг там родители проверяют телефон, скажут директору, что пусть не берут тебя, ты материшься. Так и было. Вообще четко. Особо не проверяю, но когда мои дети вступают в новый этап жизни, например, это новая школа или какой-то новый кружок, и она мне говорит, что они создали группу без преподавателя, я все равно по ее разрешению, конечно, да, смотрю переписки, чтобы узнать, какими детьми там она ходит. Был случай, да, что я увидела, дети там матерятся, ни для кого не секрет, но когда я увидела, что мой ребенок матерится, я просто сказала, что какие могут быть риски, и все. Я дальше не проверяла и даже думаю, что, возможно, она все равно, да, употребляет какие-то слова. А какие у тебя матерные слова использует мама? Она обычно использует слово от Б до мягкого знака, ну вот это вот. Чаще всего только вот это вот. Но это бывает очень редко, я слышу именно только это слово. Она очень злая, и собака там где-то нагадила, и она на это наступила. И она прям на весь дом. А как часто? Достаточно редко. А при вас это происходит? Часто.
последнее время. То, что она наступала, я нигде не видела, но это я просто придумала, от чего она может закричать. Она часто может наступить на мочу, не заметите. Из-за сильной агрессии наступить на мочу. Она стыдится то, что она при вас это говорит? Да нет. Не извиняется перед вами? Вообще нет. Нет, не извиняется, но потом, если она прям Я сильно честно перегнула палку, то есть орет из-за какой-то мелочи, прям все разбрасывать, там учебники скидывать, чтобы мы их заново собирали, там одежду все скидывать, чтобы мы опять все складывали, то тогда она извиняется. То есть резкие всплески у нее бывают, Да, всплески у нее бывают, не знаю, где-то раз в 2 месяца. А как вы ее можете остановить? Ты можешь ее как-то остановить? Нет, я могу только остановить, если обрадую ее чем-то. Ну вот она начала все разбрасывать, то все. Что в этот момент ты делать нужно тебе? Что ты делаешь? Я обычно просто стою, а потом, когда она говорит убирай, ну я спокойно убираю, все. Если бы в вашем классе происходил конкурс красоты среди родителей, какое бы место твоя мама заняла? Только честно, вот объективно. Не знаю, наверное, 3. А почему? Наверное, из-за того, что у нее иногда вот тут вот могут быть, не знаю, какие-то кочки, не знаю, как это сказать. Акне. Ну вот, а у меня, помню, я родилась, и у меня вот не было здесь родинки, и вот она высветилась, у мамы было примерно так же, она родилась практически без родинок, и по итогу у нее сейчас родинки на лице, кучу родинок. А кто бы первое занял? Наверное, мама Арины. Я просто ходила к ней на день рождения, и там у нее мама была сильно накрашена, не знаю, ну, может быть, это косметика ее приходящая, возможно, там будет состязание без косметики, с косметикой, я точно не знаю. Вас в семье сколько? У нас в семье, так, мама, старшая сестра, младший брат, я и собака. 5. Кого, как ты думаешь, мама любит больше из вас 4? Сложный вопрос. Она всегда говорит, я люблю вас поровну, но мне-то кажется, вот вы же знаете такую вот схематику, то есть любовь к противоположному полу, то есть мамы любят больше сыновей, а папа больше дочерей. Конечно, не спорю, там противоположный пол такое тоже есть. У меня к нему такая, скажу, не знаю, какая-то такая магическая любовь. Но я знаю про синдром среднего ребенка. Сама себя тоже анализирую и чувствую, что могу кому-то не уделить любовь и так далее, да, как будто кому-то меньше. Из-за этого, наоборот, целенаправленно я уделяю больше внимания, к ней я больше терпения, да, как-то проявляю. И из-за этого у меня, наоборот, от сына младшего вопросы. Ну, распредели по местам. Давай вот, получается, старшая сестра, ты, брат и собака. 4 места. Наверное, младший брат на 1 месте, я на 2, старшая сестра на 3, а собака на 4. Хорошо. Так, а кто ее из вас всех 4 любит больше всего? Не знаю, собака уж точно нет. Мама обычно прям собаку вот так вот пинает, если наступила на ее мочу, типа, чё ты в пеленку не писаешь? Вот. Собака фанатично любит. И пинает, отталкивает. Вы не думаете, что я там живодер такая, да? Фа. Просто мама может на мне сорваться, и у меня любовь к ней может пропасть. Реально так. Бывают же моменты, да, что вот, например, я не удержалась, повысила голос, и все. Я враг номер 1 на 2-3 дня точно. Угу. Характер будет, обучай. Заново восстановиться, если она что-то хорошее сделает. Там, например, еду приготовит классную, либо там какую-то новость классную принесет. Самые частые наши споры из-за того, что я не убираюсь в комнате. Дети закрываются у себя в комнатах, и я, честно скажу, пытаюсь не лезть в их территорию, я стучусь перед тем, как зайти, да, в их комнату и так далее. Я просто спрашиваю, вы убрались в комнатах? Они говорят, да. И они до такой степени привыкли, что я в их комнате, уважаю их территорию, да, они про это знают вообще на 100%, что они могут себе позволить не убираться в комнатах, при этом вывесить там, я не знаю, там на ручке иногда я нахожу не заходить, там опасно, туда-сюда. Да. Если я такие вижу, я реально не захожу. То есть это уже предупреждение, и я пытаюсь придерживаться, да, таких предупреждений. Последний раз мы с ней поссорились из-за того, что я тоже спрашиваю, говорю, убралась в комнате? Она говорит, да, убралась. Вот. Она уходит в школу, я туда захожу за каким-то предметом, и там вообще не убрано.
Вот, и вечером также. Там она мне звонит и говорит: мам, я дома. Я говорю: Аяна, я знаю, что ты не убралась в комнате. Пожалуйста, приберись, у тебя есть время и так далее. Я прихожу, все равно не убрано. А тут уже я говорю: это что за неуважение к матери? Говорит, что убралась, на самом деле не убралась. Все, давай, значит, мне придется тут сидеть. И вот при мне она начинает убираться. То есть в целом, если ты станешь все время убираться в комнате, вообще проблема исчезнет. Мне кажется, то, что нет, мне кажется, то, что из-за моих опозданий я иногда могу отвлечься и опоздать, и проследить за временем, потому что время для меня иногда длится медленно, и я такая: о, классно, тогда можно будет еще больше тут посидеть, а потом время начинает резко идти быстро. Вот так вот проходит 30 секунд, и уже 2 минуты прошло. А ты когда-нибудь обманывала маму? Я могла ее обманывать только по оценкам, или там пошла, или нет. А чаще всего это выглядит так. Не как обман, да, а как недосказанность. Потом она мне говорит с такими честными, в кавычках, глазами: ну, я просто забыла, мам. Я просто забыла. Ей просто лень делать, да, а потом она может сказать: ну, я отвлеклась. И глазки такие: тын-тын-тын. Ты же ничего не сделаешь, да? Это же черта моей личности, там что-нибудь такое скажет. А какие фразы мама говорила, чтобы, ну, вот, которые расстраивают тебя? Ты ужасно рисуешь, лучше бы я тебя бы не родила. Вот это вот самое частое. Ой, не самое частое, а самое редкое. Перепутала. Я так сказала, что ли? Нет, я вообще наоборот жестко ее рисунками. Я восхищаюсь ее рисунками. У меня на рабочем столе только ее рисунки. Вот до такой степени только ее рисунки, да, действительно, что Костя, например, чуть-чуть что-то нарисует, показывает мне и ждет такую же реакцию, как вот на рисунок Аянушки. Вот реально. А лучше бы я тебя не родила. Я вообще ни разу никому такого не говорила. Какой кошмар. Ни первому, ни второму, ни третьему нет. Ну, возможно, Инессе по незнанию, возможно, говорила. Нет, я даже не знаю, с чего вдруг она так решила-то. Ну, честно, чего вы смеетесь? Обычно мама говорит: почему ты не убираешься вообще, зачем я тебе комнату отдала, лучше бы Инесса тут уже осталась бы учиться, а ты бы спокойно бы с младшим братом в одной комнате сидела, он бы все за тебя бы убирал. У младшего брата и так не хуже, не лучше. Тут вообще, я не знаю, откуда берет, но да, был период, что у Константина в комнате намного чище, чем там у Аяны, может быть, да. Но сейчас, видимо, я не знаю, у Костичек какой-то такой переломный момент или что. Короче, бардак у них на одинаковом уровне сейчас, да. Вот. И Аяна стала более собранней, честно. А вот по поводу того, что я там лучше бы там Инесса, нет, ни в коем случае. Тебе нравится, как одевается твоя мама? Да, в принципе, стильно, модно для ее возраста. Так ей 18. Да, ей 18. В 18 бы ты так надевалась, как она. Не знаю, тогда бы для моего 18-летия была бы другая мода. Когда мне становится грустно, я могу начать слушать музыку, либо, не знаю, когда мне грустно, скучно, прям не хочется играть в телефон, я могу иногда начать там, не знаю, бисероплетение. Если меня бисероплетение достает, то тогда я леплю из пластилина. Если пластилин меня достает, из воздушного пластилина. Если воздушный пластилин меня достает, то тогда из глины, а если глина достает, то обратно бисероплетение. Такая вот у меня схема. То есть, когда ты чем-то занимаешься, ты не думаешь о плохом, да? Да, не думаю о плохом, я сразу же приступаю к работе, там, не знаю, если у меня заказывают, то я просто обрадуюсь, то что ура, деньги, готовая работа у меня будет. Ты долго плохое помнишь? По-моему, нет, у меня достаточно нету такой сильной памяти, я сама могу легко стих забыть. Там выучить стих прям на зубок, на следующий день такая, чё? Ну, вот так вот как-то. Что для тебя радость вообще? Что тебе приносит радость? Мне, скорее всего, радость приносит то, что я провожу время вот так вот очень классно, не за телефоном. Я могу просто тупо сидеть за телефоном и бессмысленно вот так вот. Просто без эмоций вот так вот. Все. А обычно, когда у меня там спрашивают интервью, там скажут то, что меня там будут куда-то снимать, выкладывать, то я сразу же радуюсь, вот это вот все. Для меня счастье, это когда мой младший брат приезжает с
долго поездки, я сразу же ему подготавливаю кровать, там, одежду, пижамку, в которой он будет спать. Сразу же ввожу его в душ, беру его халат, вот так вот прям кидаю в него халат, прям вот так вот даю шампунь, и он идет мыться. 3 хороших качества мамы и 3 плохих. Первое хорошее качество мамы то, что она прям очень общительная, как и я. Ну, прям ей есть с кем поговорить, если что. Она не впадет в депрессию, там, не знаю. Вот. Второй плюс. Она может в любой момент поддержать, если ей нужна ее поддержка. И третье, она очень вкусно готовит. Хорошо. Это самые лучшие характеристики для всех мам. Хотя я не считаю, что я очень круто готовлю, но детям очень нравится. 3 негативных качества мамы. То, что она может сорваться, ну, примерно как и я. Вот это вот все фильтр, как фильтр, вот это вот все всасываться, а потом все вот это вот выплескивать. Второй минус то, что она иногда может забыть про нас, и этот не предупредить и уйти куда-то. А мы с младшим братом просто там боимся, там, помню, нам так свет отключили, и вообще мы были в жестком страхе, у нас тут рядом свечи стояли, и мы с младшим братом такие. А она не отвечает, когда вы «Тихо». пишете ей? Она, так как у нас с младшим братом денег нет, у нас только интернет, мы ей пишем, там, звоним. Иногда у нее может включиться беззвучка, то есть, когда она на работе, у нее включается фильтр работа. Ну, знаете же, такая вот функция на айфоне есть. У нас в офисе не ловит. Есть точки, кабинеты, где вообще связи нет. И вот иногда бывает, что где-то встречи назначают в этой точке, вот, и где-то час, иногда даже 2, я вообще без связи бываю, вот именно в такие моменты попадают. И третий минус, то, что... Вы же знаете такое вот то, что плюсов больше, чем минусов. Вот так же и на маме. Не помню. На самом деле у меня просто очень хорошие дети. И я думаю, что, наверное, я всегда говорю, наверное, в прошлой жизни я была очень хорошим человеком, что вот эти наикрутейшие личности выбрали меня мамой.